Наша сегодняшняя программа посвящается религиозному деятелю Шигабуддину Марджани. Он занимает особое место в истории татарской общественной мысли, является наиболее яркой фигурой реформаторского движения XIX столетия. Он оказал благотворное влияние на развитие исторической науки и богословско-философской мысли. Он первый из татар, кто дал классификацию основных, распространенных в его эпоху наук. Современники считали его самым крупным ученым булгарской земли. Минем осырдашларым сүзләремнең кадерен белмәсәләр дә, соңгы көннәрдә шаят белерләр ва минем хезмәтемне билгеләрләр. Мин сүзләремне дә шул кабул итүчеләргә карап сөйлим. Мои современники скорее не оценят мои слова, но последующее поколение поймут и оценят мои труды. И мои слова направлены именно им. Шигабуддин бин Багаудин аль-Казани аль-Марджани. Марджани – просветитель, религиозный деятель, философ и историк. И все вышеперечисленное никак не охватывает всех сторон его деятельности, которая была очень многогранной. Отец и оба деда Марджани, будучи людьми образованными, привили мальчику большую любовь к познанию и учению. Дед Марджани со стороны матери обучал его Корану, Сунне. Со своим отцом Марджани занимался логикой, арабским языком, калямом. Получив образование в Самарканде и Бухаре в 1848 году, приобретя богатый багаж знаний, Марджани вернулся на родину, где был назначен имамом-мударисом в первой Казанской мечети. Его современник Гали Ишан сказал: «Такого знающего, образованного, с правильным мышлением человека нужно ставить имамом, чтобы наш народ смог воспользоваться его знанием. Если не поставить его мударисом в таком месте, как Казань, ценность его знаний может быть утеряна, что покажет отсутствие уважения к образованности у нашего татарского народа». Оставшееся время от работы в Мехеле и медресе Шигабуддин Марджани посвящал чтению, письму и творчеству. Став редактором Корана, вложив огромный труд, Марджани издал в Казани первый Коран с правильным писанием. Самым драгоценным для Марджани было время. Он неоднократно говорил своим шагирдам: старайтесь больше читать Коран, по несколько аятов каждый день. Читайте с пониманием, только поняв истинный смысл Корана, все для вас станет ясным. В течение 40 лет Марджани был имамом самой значительной казанской мечети. Это первая каменная мечеть, построенная в 1766-1770-х годах на средства прихожан по личному разрешению Екатерины II, полученному во время ее приезда в Казань. Мечеть Марджани, ее костяк активных прихожан стали той базой, на которой шло исламское возрождение в Казани и в Республике Татарстан. В ней сохранились все обычаи со времен Шигабуддина Марджани, вплоть до текста пятничных хутб, оправленных в свое время Шигабуддином Марджани. Марджани одобрял изучение языка и культуры русского народа. Он считал, что тот народ, который проживает под покровительством другого, должен знать его обычаи и законы, и с помощью этих знаний обеспечить благосостояние своего татарского народа.